Дара, Пересвет и Мирослав. Такие редкие и теплые имена у детей в доме Кривовых. Антон и Настя всегда мечтали о большой семье. Казалось бы, для этого все есть. Участок в деревне неподалеку от Томска, небольшой домик. А мечта была 4 детей. Изначально. Да, ну или даже больше. Ну или даже больше, даже 5. Но после рождения 3-го ребенка Настя, к сожалению, больше не могла иметь своих детей. Тогда они с Антоном обратились в органы опеки с просьбой взять в семью приемного ребенка и получили объективный, по мнению государства, отказ. Они нам говорят, вам нужно больше квадратуры дома. Настя стала искать другие способы, как сделать свою семью по-настоящему большой и крепкой. Тогда она познакомилась с компанией «Энель» и узнала о благотворительном фонде «Солнечный город». А вот здесь помогают вот детям, но они помогают, вот они нанимают все. А что, если они помогут нам, и мы наймемся сами, и будем сами все делать? То есть вот, что дети, ведь задача фонда, чтобы дети были устроены, чтобы было комфортно. А что, если мы вот их примем в семью, и им у нас будет хорошо? В сентябре 2009 года в фонд «Солнечный город» пришло письмо от Насти Кривовой с просьбой о помощи в строительстве нового дома. Для фонда, который в то время еще только начал набирать обороты, сумма в 1,5 миллиона рублей казалась немаленькой. Но уже тогда было понятно, лучшее, что можно сделать для ребенка, это устроить его в семью. Сегодня в России почти 700 тысяч сирот. Столько же, сколько было после окончания Второй мировой. Но то была война, а сегодня 2/3 детей воспитываются в детских домах при живых родителях. Эти дети, как и все, первым произносят слово «мама». Вот только никто не откликается. И это бесконечное ожидание меняет ребенка, не позволяя ему расти здоровым и счастливым. Уже на внутриутробном уровне, нежеланный, то есть психоаналитики говорят, то есть это все закладывается у ребенка, все это нужно откорректировать. Семья, конечно, сделает это гораздо лучше, чем даже мы, специалисты, потому что там значительно лучше, больше вот этих возможностей, условий социального взаимодействия с ребенком. Он там обретает уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне, всегда опору и надежду, которую он никогда не получит в государственном учреждении. Это черноплодка, ягода такая, свой урожай. Теплая атмосфера, простор и свежий воздух в деревне, где живут Настя и Антон, а самое главное, их счастливые, радостные и открытые миру дети окончательно убедили сотрудников фонда в возможности этого проекта. Учредители поддержали начинание, ведь ребенок, оказавшись в такой жизнерадостной домашней обстановке, вырастет счастливым и легко адаптируется в жизни. Так появился проект «Новая семья», цель которого – оказывать помощь при устройстве детей-сирот в семью. Деньги на строительство дома были перечислены, и семью Кривовых на 1,5 года заняли новые хлопоты. Они сами проектировали дом, готовили документацию и сами строили. А в декабре 2010 года новый дом наполнился голосами еще 3 детей – Вероники, Вики и Богдана. Привет! Здесь у нас очень тепло. Привет! Ну ты отличник! Ты отличник! Да, хотя нам еще не говорили, я в дневнике занес. Наш троечник стал отличником! Кому-то эта история может показаться сказочной, но такую сказку под силу создать каждому из нас. Пусть не для тысяч российских детей-сирот, а хотя бы для нескольких. И для них это будет не просто подарок на Новый год, а новая судьба. Судьба, в которой на слово «мама» всегда можно услышать ответ. Мама, у нас разные.